Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Алроса работает в уникальных и очень суровых условиях. Вечная мерзлота, полярная ночь, экстремальные морозы. Как эти особенности региона влияют на подход компании к экологии, мы сегодня поговорим. Наши гости в студии Анастасия Габрашитова, руководитель экологического центра Алроса. Анастасия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Я уже озвучил, что работает компания в наших уникальных, суровых, северных условиях. Как вот эти самые особенности нашего региона влияют на подход компании к экологии? Получается, что изменения климата здесь ощущаются в первую очередь. Давайте представим дом. Дом стоит на фундаменте. Если вдруг этот фундамент начинает давать трещины, то, как следствие, мы четко понимаем, что на перспективу его может как перекосить, так и, наверное, в будущем, возможно, вероятно, он разрушится. То же самое касается и нас. Якутия сама по себе очень уникальная территория. Наши практически, наверное, все города, фабрики, трубопроводы расположены как раз на таком фундаменте. Фундаментом я здесь называю именно многолетние мерзлые грунты. И здесь, наверное, наиболее правильно использовать термин не вечные, а именно многолетние мерзлые. Исходя как раз из этой особенности, компания прилагает максимум усилий для того, чтобы своевременно отслеживать любые изменения, которые происходят на нашей территории, и предпринимать необходимые действия для обеспечения безопасности. В части изменений климата, безусловно, все-таки Север является таким барометром, наверное, планеты, потому что именно здесь мы ощущаем изменения климата наиболее, наверное, быстро. Они происходят в 2,5-3 раза быстрее. Поэтому вопросы именно с таким отслеживанием и последующим мониторингом для нас это однозначно не праздная такая история. Она требует привлечения научного сообщества, регулярного мониторинга за грунтами, в постоянном режиме, без каких бы то ни было отклонений. Как следствие, на перспективу приходится использовать достаточно много методов для того, чтобы вообще обеспечивать эту безопасность. Я думаю, что в ходе сегодняшнего нашего с вами интервью мы часть из этих методов, возможно, и обсудим. Вот я, когда готовился, Анастасия Владимировна, я выяснил, что в прошлом году компания получила сертификат об углеродной нейтральности своих алмазов. Для многих наших зрителей, для меня в том числе, это звучит как, что называется, очень что-то сложное, далекое от мирского. Вот простыми словами, что это значит? Значит, это, что алмазы полностью стали безопасности. Давайте попробую объяснить. Углеродная нейтральность – это, наверное, если коротко, это 0 влияния на климат. Что это значит? Когда мы говорим про свою углеродную нейтральность, именно нашего алмаза, мы говорим о том, что мы ведем зеленую бухгалтерию. Что мы со своей стороны посчитали, какой объем выбросов парниковых газов выбрасывает наши самосвалы карьерные. Например, когда мы потребляем электроэнергию, когда мы везем алмаз до ювелира. То есть мы сделали прям полный расчет, и мы четко знаем, что вот этот объем парниковых выбросов мы выбрасываем. Кроме этого, мы говорим о том, что мы тоже посчитали, какой объем как раз парниковых газов мы поглощаем. И мы четко подтверждаем о том, что этот объем поглощения выше, чем объем выбросов. Поэтому вот это и является в целом углеродной нейтральностью. Можно ли сказать, получается, что алмазы стали полностью безвредными для природы? Или пока еще мы движемся только в том направлении? За прошлый год мы подтвердили как раз углеродную нейтральность алмазов. 21, 22, 23, 24 года мы подтверждаем о том, что в этот период наши алмазы были именно углеродонейтральными. Даже, наверное, не нейтральные, а с отрицательным эффектом. Ничего себе. Такой, переходящий вниз. Еще одна из интересных новостей, я бы даже сказал, самая интересная, это проект с кимберлитовой рудой. То есть мы здесь сегодня говорим о том, что удалось выяснить, что породы могут сами поглощать углекислый газ. Я так понимаю, это работает как своего рода губка, правильно? Не совсем будет правильно говорить про губку. Наверное, я бы больше привела пример, как про кофе. Пока мы с вами не перемололи зерно в порошок, мы с вами вкусный кофе не сварим. Вот то же самое происходит с кимберлитом. Кимберлит, по сути, по своей является природной породой, которая может поглощать углекислый газ из атмосферного воздуха.
И вот как только мы этот кимберлит поднимаем из глубин на поверхность, он начинает взаимодействовать с атмосферным воздухом. Но тут есть определенная специфика. Дело в том, что вообще в целом таких природных пород достаточно много. Но взаимодействие происходит с углекислым газом достаточно медленно, и на это могут потребоваться сотни, а может быть и тысячи лет. Поэтому вопрос с кимберлитом, он очень интересен. А он связан еще с нашей технологией, потому что вот именно технология Алроса позволяет извлекать очень мелкие алмазики. Вот этот ресурсосберегающий как раз подход технологии нам позволяет как раз иметь еще один положительный эффект большого объема поглощения. Именно измельченный кимберлит поглощает углекислый газ в больших объемах. Он не просто его поглощает, а он в некотором смысле сам минерал перерождается. И вот для того, чтобы кимберлит как бы обновился за счет углекислого газа и образовался новый минерал, нам нужно всего 5 лет. То есть, получается, еще и усилили свойства это отчасти, правильно? Да, именно особенность нашей технологии такова, что, в принципе, она нам позволяет компенсировать тот объем выбросов, который мы осуществляем по добыче алмазов. И для этого, на самом деле, нам ничего не нужно делать. Вот этот вот как раз эффект, он, в свою очередь, лег в основу именно вот научно доказанного факта по поводу поглощения. Ну и потенциал поглощения там достаточно большой, 25 тысяч тонн углекислого газа. Я понимаю, что эта цифра тоже для всех может показаться разной. Вот с чем ее можно сравнить? Допустим, с гектаром высаженного леса. Тут тоже немного Или вот скорректирую. сколько мы берем определенное количество машин и убираем с улиц? Постараюсь ответить на все вопросы. Тут есть один нюанс. 25 тысяч тонн выбросов углекислого, вернее, 25 тысяч тонн СО2 эквивалента, такая терминология применяется именно к объемам выбросам поглощения, она в свою очередь подтверждает именно потенциал поглощения только по одному климатическому проекту. На самом деле потенциал существенно выше. Потенциал подтвержденный, вот в результате как раз расчета углеродной нейтральности в прошлом году, он в свою очередь составляет более 1 миллиона тонн СО2 эквивалента выбросов парниковых газов. Ничего себе. О чем это говорит? Это как раз говорит о том, что вот тот объем кимберлита, который мы перерабатываем, в основной своей массе он поглощает углекислый газ самостоятельно. Нам для этого ничего не надо делать. А вот для того, чтобы получить дополнительный эффект, потому что у нас есть тот кимберлит, который углекислый газ не поглощает. И вот для этих площадок, для этих технологий нам приходится добавить немножечко, как бы доработать его, добавить туда ресурсов и, как следствие, получить как раз дополнительный эффект. Вот об этом как раз в проекте вы и спросили. Он как раз и называется климатический, то есть когда мы туда добавляем каких-то ресурсов. То есть, не знаю, то есть в данном случае, например, ученые МГУ подтвердили, что кимберлит не поглощает углекислый газ в результате того, что он перемешивается с другими минералами, когда идет обогащение. Когда мы разделили эти потоки, то, в свою очередь, именно заскладированный кимберлит нам дал вот этот эффект 25 тысяч тонн СО2 эквивалента. Много это, либо мало? Ну, давайте сопоставим. Вообще, в целом, объем выбросов 25 тысяч тонн СО2 эквивалента по отношению к объему выбросов компании — это немного. Это всего 2,5% от общего объема выбросов парниковых газов всей промышленности, которая у нас расположена в Якутии. А как этот объем, например, сопоставим с человеком? Например, возьмем автотранспорт. Вот одна машина в год выбрасывает 2,5 тонны. Так, а здесь 25 тысяч тонн. Здесь 25 тысяч тонн. То есть мы говорим о том, что наш климатический проект может покрыть объем выбросов от 10 тысяч автомобилей в год. Ну это же большие цифры. 10 тысяч Безусловно. автомобилей. Поэтому для нас это очень значимый такой эффект, который, в свою очередь, наверное, даже сам по себе первоначально факт того, что мы подтвердили, что мы можем, разделяя потоки, либо добавляя какие-то небольшие усилия, то есть как бы увеличить объем поглощения, как раз вот используя это в дальнейшем уже, ну, подтверждая, вернее, климатическими проектами. Ну, проект важный и нужный. Я считаю, Анастасия Владимировна, еще предлагаю поговорить вот о чем. Алроса, не секрет, добывает каждый
третий алмаз в мире, уже давным-давно закрепился на мировом рынке. Получается, что вот усилия, которые совершает компания по, что называется, озеленению бриллиантового рынка, они как-то могут повлиять и на других игроков? Безусловно. Или уже влияют? Здесь достаточно сложно сейчас сказать, какой же все-таки маркетинговый именно эффект был в мире, но в свою очередь здесь компания выступает все-таки таким лидером не только уже, получается, в алмаздобывающей промышленности, а в том числе и в отношении экологического регулирования, именно вот этого влияния на климат. Потому что здесь, когда мы со своей стороны начинаем говорить о том, что мы выпускаем практически чистые алмазы по отношению к климату, то тогда покупатель, особенно это касается, конечно, покупателей в Азии и в Европе, потому что эта тема там более продвинута, она идет уже с 2010-х годов, и как следствие, то есть как бы там люди более подготовлены к этому вопросу, они знают, о чем говорят. И таким образом покупатель начинает уже спрашивать, а вот приобретаемая продукция какой имеет углеродный след? Если, например, наши алмазы чистые, а почему этот не такой чистый? Это, кстати, касается и синтетики. И тогда мы выступаем в данном случае уже как бы таким законодателем тех требований, которые, в свою очередь, начинают играть на мировом рынке. Безусловно, для нас это очень важно, потому что спрос рождает предложение, и когда мы имеем такой потенциал с точки зрения именно реализации своих алмазов, конечно, мы сторонники того, чтобы эти вопросы выходили на первый план, и однозначно там, людям транслируем о том, что да, компания «Алроса» выпускает именно чистые алмазы. В конце концов, планета-то у нас общая. Но я так понимаю, что остальные игроки рынка теперь вынуждены подстраиваться под правила. Безусловно, конкурентам точно придется подтягиваться. Мы с вами сегодня много про что поговорили, и про СО2, и про многолетнюю мерзлоту. В конце я хочу такой немножко отчасти философский вопрос задать. Вот обычный человек, который далек от СО2, от даже вечной мерзлоты здесь, на территории Якутии, как он может повлиять на углеродную проблему? Я, допустим, понимаю, что физически, экономически и даже географически меньше летать мы на самолетах не можем, меньше на автомобилях отчасти ездить тоже не можем. Какой-то вот современный метод есть? Ну, автомобиль, говорю, потому что это не средство передвижения, действительно, отчасти. Ну, давайте начнем, наверное, со следующего. Дорогу осилит точно идущий. Безусловно. В условиях перепотребления даже малые действия могут в конечном итоге сформировать, наверное, совершенно другое будущее. Поэтому что конкретно может сделать каждый человек по отношению именно к сокращению углеродного следа там, в результате своей жизни? Первое. Безусловно, это экономия энергии. Любой. Тепловой, электроэнергии совершенно не имеет значения, потому что в результате того, что мы с вами сокращаем объем потребления, количество топлива, сжигаемое на энергостанциях, снижается. Второй момент – еда. Огромное количество выбросов происходит в результате разложения именно пищевых продуктов на свалках. Поэтому вот сколько можешь съесть, столько купи. Поэтому здесь принцип сохраняется, наверное, такого тоже баланса. А третий момент, конечно, транспорт. Если есть возможность пройти где-то пешком, либо проехать на велосипеде, сделай это. Если можешь хотя бы один раз в неделю проехать на общественном транспорте, не на собственном автомобиле, то, как следствие, тоже сделай это. Это существенно тоже влияет на тот углеродный след от каждого человека. Четвертый момент – это использование многоразовых сумок, бутылочек, потому что мир просто-напросто утопает в пластике. И громадные просто объемы выбросов идут на производство самих пластиковых товаров, продукции и так далее. И последний момент, на который бы я хотела как раз обратить внимание, это обращаем внимание как раз. Потому что когда мы начинаем замечать, сколько мы со своей стороны оказываем влияние на окружающую среду, это в свою очередь уже формирует совершенно другое мировоззрение, дает возможность людям смотреть на этот мир другими глазами и влиять в том числе на те процессы, которые будут происходить. Потому что, конечно, каждый человек со своей стороны, это, наверное, такая малая доля, которая может оказывать какое-то влияние, но когда нас миллионы, мы однозначно влияем и на спросы, и на страны. Ну, как следствие, то есть это все в наших руках. Ну, как говорится, все большое начинается с малого. Анастасия Владимировна, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы.
Это было актуальное интервью. До встречи.